Большая часть населения Львова – греко-католики или православные христиане. В городе более 30 религиозных сооружений. В основном это соборы, костелы и церкви. Есть синагога, но нет ни одной мечети, хотя потребность в ней растет. За последние 1,5 года число мусульман во Львове увеличилось до 2000. По словам крымских татар, львовяне встретили их радушно, и пока конфликтов на религиозной почве не было. Во Львове, чтобы вы понимали, очень сильная религиозная идентичность. Львовяне говорят: мы верим в Бога, вы верите в Бога. То мы здесь не видим никакой проблемы. Наоборот, мы видим проблему в тех, кто не верит в Бога. Алим Алиев живет во Львове уже 7 лет. Когда началась оккупация Крыма, организовал общественную инициативу «Крым-СОС», которая помогает переселенцам адаптироваться к новой реальности. Сам Алим тоже родом из Крыма, однако на родине не был уже почти 2 года. Сейчас я понимаю, что такое, когда у тебя, наверное, отобрали самое дорогое, у тебя отобрали твою родину, у тебя отобрали возможность поехать домой, просто посидеть там со своей бабушкой, увидеть своих родственников. Погрузиться в крымскую атмосферу Алим приходит в недавно открывшуюся кофейню «Бухчисарай», где делают настоящий крымско-татарский кофе и предлагают восточные сладости. Хозяин тоже переселенец с Крыма. Официантка-львовянка Аня, а администратор – студент Ленур Абибулаев, один из первых переселенцев. Ленур признается, что на чужбине стал сильнее ценить родную культуру. У меня просто мечеть была в Крыму через дорогу буквально, и я в нее не ходил так часто. Когда сюда приехал, начал на пятничную молитву каждую неделю ходить. Функцию мечети во Львове выполняет здание Центра исламской культуры. Молильный дом в одном из спальных районов города может вмещать в себя до 250 прихожан. Соблюдать каноны ислама помогает львовским мусульманам и ресторан «Крым», где подается только еда халяль, то есть только то, что разрешено есть мусульманам, никакой свинины или алкоголя. Единственное кафе, где я могу прийти и нормальное мясное что-то покушать. Мы не можем в различных кафех, везде, где попало, кушать мясную еду. А здесь, соответственно, по мусульманским правилам порезано все мясо. Директор ресторана Руслан Аблемитов – ортодоксальный мусульманин. Считает именно ислам главной основой крымско-татарской культуры и видит свою миссию в сохранении мусульманских традиций даже здесь, в самом западном городе Украины. Если мы ассимилируем в нашей основе, тогда мы перестанем существовать просто. Да? Поэтому если парню или девушке, которые достигли зрелости, наша религия предписала молиться 5 раз, совершать намаз. Мы непременно должны это делать, без никаких уступок. Если наша религия запрещает употребление недозволенных напитков и продуктов, то мы непременно должны от этого отстраняться, несмотря на то, как смотрит на нас окружающее общество. Недавно сессия городского совета Львова выделила землю под расширение мусульманского кладбища. Крымские татары надеются, что это первый шаг со стороны местных властей в сторону поддержки исламской культуры, которая станет еще одной краской в многоколоритной картине Львова, где можно встретить представителей столь разных религиозных конфессий. Беата Бубенец, Львов, для настоящего времени.